Мы на прошлом занятии сказали, что один из учеников Хафец Хаима, Рав Цукерман, спросил, простили ли братья Йосефу или нет, если помните, да? А мы привели его ответ очень интересный. Йосеф 17 лет был в доме отца и изучал с ним Тору. И когда братья его продали, они оторвали его от отца. Амуда душа у Захалиот, то есть в Египте, благодаря тому, как он вел себя, да, что он наградил себя от всего ненужного, а он удостоился быть Амуда душа. А Амуда Тора уло заха. Лама нитку ото меаба, нитку ото митура. Ми заха, мы сказали Исахар в Леви. Помните, да? А мы привели пример, что Рав Шаха украли, когда он был маленьким ребенком. Да? А цыгане там, наверное, проезжали, да? Мать его пошла в Бет-Кнесет помолиться в Йом-Кипур. Ребенок выбежал за матерью, проезжала телега, украли Рав Шаха. Тогда он был еще ребенком. Да? Женщина одна увидела это, стала кричать. Да нет, от страха его бросили обратно. А Рав говорит, представьте себе, а если бы его не сбросили с телеги обратно, кто бы он был? Вождем цыганской мафии, я не знаю, там, или еще что-то. То есть, если оторвали Йосефа от отца, да, и он не удостоился быть Амуда Тора, да, возможно, это простить. Если помните, мы говорили об этом. А по идее, очень важно, поэтому у евреев очень строго такое, что человек должен принимать от кого-то, да. То есть не просто самому, не запрещено рассуждать, хазве халила, да, а нужно, чтобы Тору принимали от кого-то. А с 17 лет Йосеф удостоился принимать от отца. А Амуда Торалу.